Кстати говоря, конина, это установлено современными исследованиями, переваривается в организме человека, усваивается за 2-3 часа. Говядина за 23-25. Вот сравнивайте. Мясной бутик «Алем». Выбирать самое лучшее для своих родных. Кочевники получили огромное преимущество в получении здоровой и калорийной пищи, богатой витаминами. Потому что рис – это практически сплошной крахмал. Углеводы, которые, да, дают калорийность, но практически не дают тела и не дают необходимых микроэлементов. Пшеница в значительной степени то же самое. Она позволяет полнеть, она позволяет восполнить там затраченные силы. Ее много в Египте, там 3 раза в течение года собирают урожай, но она не дает того полноценного питания, которое нужно человеку. Жиры. Животные жиры, будь это барани, будь это кони там, или какой-то. Разумеется, в нынешних представлениях о здоровом питании это все очень вредно и нехорошо, холестерин и всякое такое. Но люди 5-10 тысяч лет назад нашей эры жили совсем не в отапливаемых помещениях. Ну, тогда уже была изобретена юрта, которая, видимо, где-то выросла из шалаша, который сначала покрывали шкурами или там постепенно появившимися кошмами. Вот. Но во всяком случае, если ты собирался ехать на коне в 40 или 30 градусный мороз, а этого было не избежать при таком образе жизни, то если ты поешь чего-то очень жирного, то это решение многих проблем. Само собой, это дало огромный гигантский рост населения. Взрывообразный. Плюс мобильность, плюс военная сила, потому что даже самая примитивная конница на конях с острыми палками, так сказать, без наконечников, подобием копья, она, безусловно, гораздо сильнее, чем любая толпа, вооруженная, ну, чем-то аналогичным, да, но пешая. Во всех отношениях. И стратегически она быстрее перемещается, там, маневрирует, и тактически, и просто вот в непосредственном боевом столкновении. Поэтому трудно сейчас об этом окончательно судить, тут опять нужны дополнительные исследования, но можно предположить, что Евразийская степь заполнилась кочевниками, ну, буквально в течение считанных там столетий. И она стала, как ни странно, самым многолюдным регионом Земли по сравнению с окружающими ее там где-то далеко на юге Китая народами. Хотя там они, конечно, земледельцы тоже очень прибавили в своей численности, но и вот этими вот остатками охотников и не остатками охотников, тогда еще это были не остатки, тогда это был ведущий образ хозяйства, живущих в лесостепи, живущих в лесах и так далее. И это сыграло злую шутку с кочевниками, потому что вот как бы относительное богатство еды, относительная мобильность, относительно высокая степень свободы внутри общества. Почему? Потому что в кочевом обществе невозможно, в скотоводческом обществе, использовать рабский труд, так, как это делали земледельцы. Там можно вокруг гектара поставить надсмотрщиков и, значит, там в бараках или, я не знаю, на голой земле, держа рабов, заставлять их пахать с утра до ночи. Кочевнику это не нужно. Кочевнику нужно присматривать за стадом, за табуном лошадей. Чем больше рабов вы посадите на лошади, тем большую армию против себя вы получите. Раб, во-первых, не будет смотреть за вашим табуном. Во-вторых, если их будет много, они как минимум угонят этот табун и будут жить сами по себе. Как максимум, если, значит, вы им попытаетесь помешать, они вам ответят встречной конной атакой. Поэтому кочевническое общество не только в экономической сфере, а это влекло за собой другие последствия, в моральной сфере в значительной степени было обществом свободных людей и таких не очень покорных людей. Все время приходилось договариваться, всем со всеми, потому что не понравилось, откочевали. Если вы сильнее, мы не можем сопротивляться, мы просто уйдем на 200 километров, на 500. И все.
Если вы хотите с нами поладить, нам нужно с вами договариваться. Это создавало определенный менталитет, это создавало определенную культуру, определенную мораль. Не то, чтобы в кочевом обществе вообще не было рабов, они были домашние. То есть детей присмотреть там, если у меня с тобой хорошие отношения, может быть, ты из Китая сбежал, и тебе там было плохо, ну хорошо, живи у меня, ешь из моего котла. Ты вроде как бы и мой, но и ничего тебе не будет. Никто тебя там специально калечить не станет, там, или кандалы на ноги одевать, или заставлять делать непосильную работу. Поэтому вот эта многочисленность, вот эта военная дееспособность, вот эта возможность как бы выбирать образ жизни и так далее, и место жительства, если хотите, хозяина, потому что были какие-то племенные родовые союзы, не понравилось, род отделился, ушел, вообще перешел в другое место. Они создавали определенную ауру и определенное чувство вот, самоуверенности, которое в конечном счете долгое время имело как бы основания под собой и демографические, и экономические, и военные. Но кочевники в каком-то смысле законсервировались в этом состоянии, в то время как земледельцы потихонечку земледельческая цивилизация окружала эти кочевья, потихонечку она подошла к их краям, потихонечку она стала как бы их теснить. Причем, если, например, посмотреть ситуацию, которая складывалась, но относительно поздно, в отношениях, скажем, между московским улусом Золотой Орды, то есть частью ее, и центральным правительством, то после того, как прошла чума 1346 года, которая выкосила, по сути говоря, все степное население, на этом тоже надо немножко отдельно остановиться, потому что существует основная версия, что чума XIV века зародилась в Китае, от Монголии, от каких-то там тушканчиков или каких-то таких грызунов. Потом распространилась на домашних животных, потом на людей, потом по Великому Шелковому пути дошла до Золотой Орды. Потом через всю Золотую Орду она прошла до Крыма и на генуэзских кораблях была завезена сначала в Италию, потом распространилась по всей Европе. И история чумы в Европе, она очень трагична. Только несколько оценок. Во-первых, треть населения Европы, несколько десятков миллионов человек погибло в считанные там какие-то 2-3 десятилетия. А во-вторых, по оценкам европейских демографов, население Западной Европы восстановилось только через 450 лет. Где-то вот сумели они эти последствия. Не только население, но и другие разные сферы общественной жизни восстановились через 450 лет. При этом, конечно, опять-таки, в силу того, что никого не интересуют кочевники, а Золотая Орда, она вообще очень плохая, поэтому что о ней говорить. Никто не понимает, что в кочевом обществе, в степном обществе, чума носила еще более разрушительные последствия. От нее еще труднее было защититься, потому что говорят, что развитию чумы, распространению в Западной Европе способствуют скученные города. Ну, то есть кто-то заразился, там на него чихнули, ведь пытались... Тогда появилось вот это явление карантин, 40 дней по-итальянски. То есть 40 дней никого не пускать, а потом, не сумели удержать. И в конечном счете, кстати говоря, как бы основная сейчас теория, почему европейцы выжили после чумы, не потому, что сумели вылечиться. Тогда, кстати, по сей день уж очень эффективных лекарств нету. Умерли все, кто могли. Те, кто выжили, в результате ряда мутаций, приспособления организма, в какой-то мере, по крайней мере, там на этапе такого слабого заражения, выработали иммунитет. Именно поэтому, скажем, когда европейцы высадились в Новом Свете, в Америке, значительная часть местного населения погибла не в результате боевых столкновений там, или прямого истребления, что тоже было, и массово было, но в результате европейских или евроазийских инфекций, потому что не было иммунитета. Просто люди и не знали, откуда они погибали. А вот у кочевников чума распространялась еще более страшно, потому что, как-то все говорят, завезли-то каким образом? Крысами завезли. Люди, которые ехали в Европу, генуэзцы, они не думали, что они больны, на корабле были крысы. Никто не оценивает этот факт. Что значит были крысы? Только на корабле, что ли? Все эти мыши, полевки, там, тушканчики, крысы и всякие такие вещи, они были широко распространены повсеместно, в том числе в степи. А болезнь передавалась и верблюдам, и лошадям, и домашней скотине. То есть достаточно было, чтобы какая-нибудь там ворона склевала там какой-нибудь труп погибшей лошади, а потом перелетела, и где-нибудь там другая птица с ней встретилась. А потом там они где-нибудь там рядом посидели, тоже на соседних лошадях, или там помет там лошадь случайно задела, там, когда мимо проходила. Инкубационный период какое-то время распространяется со скоростью пожара. По сути говоря, вся степь обезлюдила. Так ведь это же тоже полдела.
Дело в том, что трупы погибших людей, животных, они опасные источники инфекции. То есть ты прошелся по этому месту, посидел, через 10 лет, ничего кроме заросших костей не видно. Через 50 лет, пока это несколькими своими дернами не закроется, то носитель чумы, источник ее, он сохраняет свою жизнеспособность. Поэтому это не просто выкосить тех, кто живет в это время, а выкосить на поколение вперед. Именно поэтому Золотая Орда не могла восстановить это население. Это совпадает с эпохой появления казачества на этих степях. Вот Донского казачества, в частности, не только. О казаках мы будем говорить, это отдельная тема.